Фазиль Искандер – всемирно известный писатель, классик, философ, мудрец. Он остается безупречным авторитетом с неизменно высокой этической позицией в обществе на протяжении уже нескольких поколений. Известность к писателю пришла в 1966 году после публикации повести «Созвездие Козлатура». Главные книги Искандера написаны в своеобразном жанре. Роман-эпопея Сандру из Чегема, эпос о детстве Чика, повесть-притча «Кролики и удавы», а также популярные повести «Поэт», «Стоянка человека», «Софичка». Сюжет многих его произведений разворачивается в селе Чегем, где автор провел значительную часть своего детства. Как общественный деятель и духовный авторитет общества неоднократно выступал в защиту малочисленных народов. Представитель маленького народа обладал гораздо большей жизненной энергией, чем представители большого народа. Представители большого народа, они как бы могут себе позволить некоторый исторический отдых, думая о том, что мы такие большие, среди нас всегда найдутся те, кто за нас решат проблемы. А представители маленького народа, скажем, интеллигенция маленького народа должна понимать, какая перед ней ответственность. Искандер восхищался поэзией Александра Пушкина и Иосифа Бродского, прозой Федора Достоевского и Ивана Тургенева. Он любил русскую литературу и считал себя русским писателем, много воспевавшим Абхазию. Многие наши писатели мне очень близки. Например, Бабель, которого сейчас как-то не очень часто вспоминают, но я считаю его замечательным стилистом, блестящим просто. И многие другие, Платонов, конечно, Солженицын. Практически все произведения Фазиля Искандера разошлись на цитаты. По ним и по сей день снимают фильмы, ставятся театральные постановки. Фазиль Абдулович принял личное участие в съемках документального фильма «Апсны Абхазия. Страна души», который вышел на экраны в 2010 году. Детские воспоминания оставили яркий след в творчестве Фазиля Искандера. Он говорил, что из мухи делает слона, но муха обязательно должна быть живой. То есть большинство героев его произведений имели реальных прототипов. Фазиль Абдулович часто сталкивался с непониманием со стороны друзей и знакомых, которые узнавали себя в его отрицательных персонажах. Искандер до последнего момента дополнял роман новыми новеллами, как в его памяти навсегда остались детали того времени. Компьютер писатель так и не освоил, и все произведения набирал по старинке, на печатной машинке. В 1983 году астроном Крымской астрофизической обсерватории Людмила Карачкина назвала в честь Фазиля Искандера астероид, за которым до сих пор можно наблюдать в космосе. Кроме того, еще при жизни писателя Московская библиотека семейного чтения была переименована в культурный центр Фазиля Искандера. А в 2009 году Национальный банк Республики Абхазия выпустил памятную серебряную монету, посвященную творчеству и общественной деятельности писателя. Память о Фазиле Искандере навсегда останется в сердцах тех, кому посчастливилось познакомиться с героями хотя бы одного произведения великого писателя.